أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала только Аллаху принадлежит. Ему мы поклоняемся и у Него просим помощь, спасения нашей души. Воистину Аллах всемогущий, все знающий, что мы веками, наши предки, все служили единому Аллаху. Дорогие мои братья, для кавказских народов, лезгинский народ – это есть честь, совесть, потому что веками наш народ служил всем народам Кавказа. И поэтому все кавказские народы обязаны на сегодняшний день перед Аллахом протянуть руку для лезгинского народа. Почему я именно это говорю для вас, вам? Потому что начало 7 веке к нам, как пришел ислам, религия Аллаха. 13 веков только лезгины по всему Кавказу распространяли религию Аллаха. Спасали многие народы от куфра, от невежества. И всегда их призывали к Аллаху, чтобы народ уверовал, держались за своего Господа. Поэтому лезгинский народ с начала 7 века начал поставить основу внутри Кавказа. Призывали всех братских народов, объединяли, распространяли религию. Многие шейхи выходили из нашего народа. Они распространяли религию Аллаха. Это и есть честь, совесть для всех достойных народов, которые понимают, что такое вера в Аллаха. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, не забывайте лестницы, которые для вас встроены на земле Кавказа. Это и есть пирамида, которую Аллах доверил еще 13-14 веков назад нам. Большой груз для нашего народа. Во время веками мы устояли против врагов, воевали, враждовали мы, не отпускали Кавказ никого. Но случилась беда в 20 веке. Против нас пошел Турция, Израиль и Советский Союз. Они вели сильную войну против наших лезгин. Уничтожили шейха Мохаммада Эфенди Штулского в 30 году, расстреляли. А также многих лезгины переселили, уничтожили, отправляли в Сибирь. Переселенцы еще 30-е годы. Киргизстан, Казахстан, другие пустынные места. Поэтому, дорогие мои братья, сегодняшний день лезгинский народ для всех кавказских народов это есть честь, пример. Все вы обязаны перед Аллахом взять пример от нашего народа. Многие говорят, мы поднимаем национальные вопросы, национальные интересы. Каждый народ имеет право поднять свои семейные вопросы. Что касается сегодня лезгин, это и есть внутренние семейные вопросы нашего народа. Мы хотим, чтобы честь нашего народа освещали во всем Кавказе. Поэтому мы призываем всех братских народов объединиться обратно, восстановить справедливость в Кавказе. Есть многие люди, которые ненавистно относятся к нашим народам.
ради деньги, ради каких-то мирских богатств, они предают честь, совесть нашего народа. Это очень плохо. Считай, что он предал свою веру в Аллаха, потому что столько веков наш народ служил для всех народов, отдавал долг братский для всех народов Кавказа. Не имеет значения, хоть они были христиане или мусульмане, всегда они защищали Кавказ, вставляя свою грудь против врагов. Кто хотел положить свою дань на Кавказ. Поэтому, мои братья, не забывайте, честь – это и есть вершина от Аллаха. Честь – это и есть вера твоя, которую ты держишь крепче за Аллаха. Честь – это входит то, что тебе даровал Аллах в этой жизни. Это могут честь быть твои семьи, роды, родство, родственные связи, народ и братские народы, которые находятся в Кавказе. Это все для нас, это и есть честь, совесть нашего Господа, который доверил нам веками. Поэтому, если наши деды в 20 веке, они упали, шахидами многие стали, мучениками, переселили их, уничтожили в тайге, Сибири, везде, в пустынях. Мы не отступили от пути, который шли наши предки. Мы следуем за ними на пути Аллаха. Поэтому мои близкие народы, лезгиноязычные народы, вот нас всех разделили. Сегодня из нас сделал многонациональный Дагестан. Это не должно было, но они сделал. Расколол единую плод, наш плод, который давал урожай по всем Кавказе. Но сегодня многие народы взяли свою национальность от тех мест, которые называли эти места, стали разными. Поэтому сегодня в Дагестане многие бывшие коммунисты, оставшие от Советского Союза, они не переваривают наши идеи. Они себя считают интеллигенцией, но они не переваривают духовный образ жизни нашего народа, Дагестана, Кавказа, Лезгистана. Поэтому я вижу, они живут в мраке против Аллаха и разрушает изнутри наши внутренние дела наших братских народов, стравливая, как это говорит Азербайджан, аварцы вам покажете. Что они могут показать? Аварцы только могут сказать лезгинам: пусть Аллах вам даст джаннат, потому что вы до нас довели религию нашего Господа. Только это могут аварцы говорить лезгинским шейхам всем. Потому что обязанность, которую поставил на плечи нашего народа, это было проповеди во всем Кавказе. Сделать шариатские законы, каноны. Все это делал веками. Поэтому сегодняшний день эти обычаи, эти традиции у нас все исчезает. Азербайджанская республика именно хочет, чтобы исчезли наши идеи, обычаи, взяты все из Корана, из Сунны. Хотят Кавказе, чтобы в Кавказе были европейские законы. Но мы боремся. Есть люди, которые поддерживают Республику Азербайджан. Но я этих людей не поддерживаю. Я знаю, что они в куфре. Хоть духовное управление будет бегать часто к Ильхам Алиеву, я все равно считаю их в куфре. Потому что они ведут двойную игру против нас, против нашего народа.
Они мешают нам, чтобы мы проповедовали чистую религию нашего Господа, Аллаха. Поэтому, мои братья, сестры, надо глубоко размышлять. Честь всего Кавказа веками держали мы свою кровью. Всегда наши шейхи двигали в Кавказе справедливые законы. В нашем народе, в нашем крови нет несправедливости. Поэтому даже Петр I в свое время говорил в Кавказе: лезгинам не давайте к власти прийти, потому что они будут везде справедливость двигать. А когда мы захотим несправедливость создать Кавказ, они с нами не согласятся, и придется нам воевать. Поэтому этот народ не пускайте к власти. 83 года только лезгины после уничтожения лезгинских народов к власти их не пускали в Дагестане. Поэтому правительство Дагестана и правительство Азербайджана вели против нас сильную войну, открытую и подпольную войну, уничтожение нашей нации. Поэтому многие братья-мусульмане говорят мне: почему ты именно поднимаешь вопрос лезгин? Потому что ущемляет права полностью этого народа со всех сторон. Даже не дает религию распространять в этом народе. Боится чиновники Азербайджана, боится чиновники Дагестана, бывшие. Поэтому они делают переграды для нас, чтобы мы чтобы не смогли из мрака к свету вытащить свой народ. Поэтому я взял за национальный интерес нашего народа, как имам Дагестана. Я обязан спасти сперва свою семью. Для меня это моя семья, лезгинский народ. После того, как лезгины станет на правильный путь нашего Аллаха, они будут служить вам всем, Кавказа. Они будут справедливо распространять слово нашего Аллаха. И на Кавказе будет мир и единство наших народов. Многие братья ошибаются, которые учились, приехали, говорят: мы мусульмане, мы в политические дела не вмешиваемся. Как это понять? Думаешь, на одном намазе держится, на одном вере держится, а кто будет добрые деяния против зла делать, если вы будете на стороне считать себя мусульманом и не касаться, защищать честь, совесть своего же народа? А как вы хотите, чтобы народ вышел из мрака в свет нашего Аллаха? Для чего вы учились, если у вас есть знания? А почему вы его тайно прячете в сердце и не распространяете этот свет на пути Аллаха? Потому что вы ведете службу шейтану. Многие, кто учился, приехал, у них нет знания. То, что Коран наизусть читает, то, что его нараспев читает, в стихах читает, это одно. Но то, что там написано, это все доказать на пути своего Аллаха. Вы все обязаны. Но вы в сегодняшний день, многие стали в стороне и не хотят протянуть руку даже людям, которые находятся в мраке. Вот ваша вера. Со стороны, когда смотришь, многим мусульманам, они хуже, чем неверующие. Потому что они за слово своего Аллаха не стоите, не распространяете.
Они сделали свои сердца могилой для правды и не могут против неправды что-то говорить, боится, стали трусливыми. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мусульмане будет как морской пена, говорит. Много, очень много, но беспонтовые все. Они не будут стоять за честь, совесть. У них нету, взоры не открыты, духовный глаз не открыт, они не видят, не ведают. Они думают, Коран наизусть читать, все, и вернуться мусульманам. Это не мусульманство. Мусульманство, когда ты за правду стоишь, служишь Аллаху. Мусульманство – это, который ты уверовал, за этого Аллаха стоят против зла. Аллах против нас создал врага на этом земле. Веками наш враг до судного дня обещал Аллаху, я нападу на них со всех сторон и буду их тащить в мрак, чтобы они там в огне горели, в аду вечно. Вот против них стоят, против шейтана стоят бороться, против таких несправедливых правителей бороться, это и есть честь, достоинство каждого мусульманина. Я много раз говорю вам, всем братьям верующим, всем сестрам, если в Азербайджане, в Конституции нет бисмилля, никогда они не могут быть мусульманами. А если из братьев, кто поддерживает такую конституцию, они автоматически попадают под куфр, под власть тагута. За эту идею, кто воюет даже против армян, против христиан, против любых народов, они все попадают в ад вечно. Поэтому власть тагута мы не должны поддержать. Но в Коране есть закон, который разрешил Аллах лидерам исламского мира. Нам дано Аллах делать договора со всеми, если у нас совпадают союзные отношения. Например, сегодня на Россию напал весь мир. Я имею право по закону шариата даже сделать договор с Россией, как христианский народ, и защищать этот народ. Я имею право делать договор, защищать даже армянский народ, грузинский народ, азербайджанский народ. Все народы я могу поддержать, но против их правителей. Поэтому мы, кавказские народы, не имеет значения, хоть он азербайджанец, хоть он армянин, хоть он грузин, хоть он осетин, хоть он чеченец, хоть он дагестанцы, лезгины. Мы все должны объединиться. Если наши правители идут против нас, они приглашают на нашу землю армии чужих стран, они слепые, потому что они не доверяют нам. Мы таких правителей должен выгнать из Кавказа, очистить внутренность Кавказа полностью от этих невежеств. Нам не нужен в Кавказе нога других стран, других армий других стран. Мы сами, Кавказ, есть народ, хоть духовный народ, воинственный народ веками. И мы сами можем защищать наш Кавказ от внешних врагов. Нам не нужен, чтобы в Кавказе был нога других народов. Пусть эти народы свою территорию защищают. А не нужен Кавказ, чтобы они защищали. Мы сами мужики, сами верующие. Мы сами служу Аллаху, как воины нашего Аллаха. А мы не должен Кавказ подстелить под ног чей-то, чтобы они сделали свой беспредел в нашем земле. Поэтому политика Ильхам Алиева – это политика против уничтожения кавказских
народов. Поэтому я еще 90-е годы, в 95-м году я во всех съездах Конфедерации горских народов Кавказа я всегда говорил, политика Гайдар Алиева – это есть уничтожение кавказские народы. Нам не нужен ни американцы, ни европейцы, ни англичане, никакие народы, даже турки нам не нужен в Кавказе. Потому что мы этих кавказских земель. Веками наши предки воевали против всех оккупантов. Сегодня под агитацией Азербайджанской республики опять внешние враги зайти в Кавказ, сеять свою смуту против кавказских народов. Поэтому я говорю, честь Кавказа – это веками были лезгинский народ, чтобы все кавказские народы осознали, это правда. Строенные пирамиды, веками наш народ грудь вставляли против всех монголов, против Шаха, против Надир-Шаха, против Шах-Аббаса, против Османа, против сельджуков. Не пускали никакой народ, чтобы повесили над народом Кавказа налоги. Против всех народов воевали. Пусть они живут по соседству. Если на них будет нападать какие-то другие народы, мы пойдем туда защищать эти народы тоже. Поэтому нельзя смуту создать, переходить границы в чужом доме, чтобы пожар был. Поэтому политика Азербайджана нам, лезгинам, уже 105 лет надоел. Надоел нам просто. Они нас доводят до того, чтобы мы взяли оружие, уничтожили этот Азербайджан с лица земли. Вот политика Ильхама Алиева. Ему безразлично, что будет азербайджанским народом. Крайне он заберет свою семью, убежит в Англию, где его сестра живет, и будет прятаться там. Поэтому такие люди, не зная, создают смуту в Кавказе. Сегодня азербайджанские спецслужбы говорят, аварцы ловит ха-ха-ха-ха, хе-хе-хе-хе. Это что за дураки? Эти азербайджанские спецслужбы бросают всякие эти. Мы вас, лезгинов, поставим раком, говорит. А вас поставили раком. Между народом хотят они создавать смуту, чтобы мы враждовали внутри Дагестана против своих же братьев. Вот подлецы, твари поганые, грязные, ихние. Аллах накажет этих нечист, кто эту смуту создает против наших народов. Поэтому, мои братские народы, не забывайте, веками наши предки, духовное управление, шейхи всегда призывали к единству, жили по обычаям, по традициям наших законов, шариата. У каждого свое место есть внутри Кавказа. У стариков свое место есть, у женщины свое место есть, у молодежи свое место есть. Поэтому наш закон Аллаха создал все правила уважать своим народам, возвещать, как уважать старшим, как уважать младшим. Все законы взяты из Корана и Сунна. Поэтому мы не должны это все выбрасывать в сторону. Дорогие мои братья, очнитесь. Воистину Аллах с нами. Воистину Аллах дал нам этот мир, чтобы мы служили Ему верно и вернули только с добрыми деяниями. Неужели вы хотите вечную жизнь, вечный рай, смотря этот грязный мир, смотря на этих грязных политиков? Поэтому мы сегодня обязаны сплоченно держать во всем Кавказе. Бойся вашего Господа, повинуйтесь Ему, следуйте, что Он вам послал в Писании.
весом пылинки добро выше, чем полный мир зло. Не уступайте вашим врагам, даже весом пылинки, чтобы они топтали справедливую честь. Поэтому всегда наш народ вас призывал к честью, служить верно Аллаху. Ради этого идет все в Кавказе. Все, что вековые войны, что происходили в Кавказе, ради справедливости идет, ради чести наших народов идет. Не имеет значения. Среди есть и христиане, которые платят джизья, и мусульмане есть, которые платят закат. Поэтому в вере, в исламе нет принуждения в религии. Заставлять, принуждать. Людям дал право выбора, сделать выбор. На этом земле служить Аллаху. Половина людей для этого была создана для рая, говорит Аллах в Коране. Половину людей я создал для ада, чтобы заполнить ад. Поэтому делал право выбора всех людей. Есть право выбора каждому народе. Даже мушрику, мунафику, фасику, муртаду, и всем качествам дал право выбора, делать выбор. Нет принуждения. Аллах не нуждается в их молитвах. Поэтому они пускай сами себя спасут на земле пока. Но чтобы спасти их, они наш род Адама. Мы должны за них бороться, стоять, быть примером, как был пример пророк Мухаммад для всех умма. Поэтому мы тоже сегодня должны примером быть для наших народов. Поэтому многие братья там вижу, шайтаны следуют по стопам шайтанов. Религия Аллаха не такой, как вы представляете. Вы должны смотреть на каждого человека как честь творения твоего Господа и защищать эту честь, совесть, очистить эти внутренний мир каждого человека, чтобы в них было добро, чтобы в них в сердцах был свет от Аллаха, а не так топтать честь, обманным путем приблизиться. Сегодня много бесчинства и в Дагестане находится. Взяточной системе, которую создал Гайдар Алиев, уничтожил наш народ изнутри. Многие взяточники, много клановой системы, которая у нас создана, они уничтожают ислам изнутри. Поэтому мы не можем сегодня объединиться в Кавказе, в Дагестане. Мешает нам со всех сторон враги наши. Поэтому я призываю всех держаться крепче за Аллаха и выйти на путь нашего Аллаха, за слово справедливый. Если в моих словах вы видите несправедливость, вы имеете право не поддержать меня. У меня нет власти делать принуждение для вас, чтобы вы меня защищали. Каждому человеку дано услышать правду. У кого открытый слух, они поймут это правда. А у кого поставлен печать, они даже не услышат меня. Потому что в Коране эти качества нам открыл Аллах. У них глаза есть, они не видят, говорит. Уши есть, не слышат, говорит. Язык есть, правда не будет говорить. Но я живой человек. Аллах меня оживил со всех сторон, чтобы я говорил, служил вам на пути Аллаха и говорил правду. Да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий. Поэтому, дорогие мои братья, поддержка, единство. Единство мы должны делать перед Аллахом, на слове Аллах, который мы возвышаем, восхваляем. Он Господь миров. Вот держаться за Него и помогать всем людям и всем творениям мы обязаны перед Аллахом. И наши деяния, которые Аллах нам дал, пусть они освещают этот мир, чтобы все во всем мире пример брали от нас.
дорогие мои братья. Да поможет вам и всем нам наш Господь. Пусть примет ваши посты, укрепит ваши сердца на пути Аллаха. Я призываю всех, горе одного народа – это горе для всех народов Кавказа. Сегодня горе Лезгинстана – это горе всего Кавказа. Многие братья говорят, они хотят Лезгинстан делать. Это наоборот, вы должны радоваться. Если мы Лезгинстан сделаем, ваш дом будет еще шире и побольше. И вы можете просторно жить в этом доме, дорогие мои братья. Пусть Аллах благословит вас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.